Скажите, пожалуйста, что вам известно по событиям 2018 года в городе Магаз? Речь идет об местных протестах в Ингушетии и протестах 2019 года, осень 2018 и протест весны 2019 года. Можете что-нибудь пояснить нам, что вам известно? Было подписано соглашение между Евкуровым и Кадыровым 26 сентября 2018 года, которое было законом утверждено в парламенте 4 октября. И в этот момент в городе Магасе проходили протестные акции, люди были возмущены кулуарностью подписания этих антинародных, как считали протестующие, этих документов, соглашений. И вот этот документ, закон об утверждении этого соглашения, он стал предметом рассмотрения Конституционного суда Республики Ингушетия. 12 депутатов Народного собрания Республики Ингушетия обратилось в Конституционный суд Республики Ингушетия проверить конституционность вот этого закона об утверждении соглашения, который был принят 4 октября. Вот, они ссылались на то, что многочисленные нарушения допущены, что он противоречит закону и что была проведена фальсификация при утверждении этого закона. Проверить доводы о фальсификации не входило в компетенцию Конституционного суда, поэтому мы проверяли соответствие вот этого закона Конституции Республики Ингушетия. И мы признали этот закон несоответствующим Конституции Республики Ингушетия по 3 основаниям, что там не был проведен референдум, а Конституция Республики и законодательство республиканское требовало обязательное проведение референдума при изменении территории республики или муниципальных образований. Вот. Были допущены нарушения по порядку принятия этого закона. То есть этот закон был принят, кстати говоря, в истории вообще права. Это единственный случай, когда тайным голосованием принимался законопроект. Такого я во всяком случае ни в какой практике, никакого законодательного органа такое не видел. Был принят тайным голосованием. То есть бюллетени были вы за принятие этого законопроекта, закона. И там было сразу в 3 чтениях. Тоже нигде такого не было, чтобы сразу в 3 чтениях принимается. Вообще логика принятия законов, она почему в 3 чтениях? Потому что после 1-го чтения могут быть замечания, предложения, они должны быть учтены. При 2-м чтении и окончательно принимается в 3-м чтении. Этот же законопроект был принят сразу в 3 чтениях, без всяких там замечаний, обсуждений и так далее. И тайным голосованием. Это депутаты считали нарушением закона, и Конституционный суд с этим согласился, так как мы должны были изучить этот вопрос с точки зрения порядка принятия этого закона. И мы признали вот по этому основанию тоже этот закон не соответствующим, противоречащим Конституции Республики Ингушетия. Также своим решением мы установили, что вот это соглашение не порождает никаких правовых последствий для органов государственной власти, республики и других институтов до утверждения его на референдуме. Вот это решение вступило в силу, оно принято 30 октября 2018 года. И принятие данного решения, что происходило в республике, выходил ли на вас глава Республики Ингушетия Юнусбек Евкуров? Вызывал ли вас лично или кого-либо из судей к себе на разговор? Если да, то о чем был разговор? И вообще, если оказывалось давление, то в какой форме оно было оказано? Я был допрошен по этому уголовному делу и в своих показаниях указал, что были попытки оказания давления, многочисленные попытки оказания давления со всех сторон. Во-первых, после подписания соглашения нас просили как бы прокомментировать это и поддержать на телевидении, сказать, что это правомерно сделано, что мы, естественно, не могли сделать и по закону, и вообще. Вот. Потом, когда поступило обращение к нам депутатов,
на нас пытались оказать давление, на всех судей, как я знаю, но на меня точно, там, я буду говорить за себя. Значит, меня неоднократно пытались вызвать в администрацию, мне звонил руководитель администрации Дикажев, я это тоже в своем протоколе указал, вот, просил приехать на встречу с Евкуровым, на что я отказался. Вот, потом мне через многих людей, значит, родственников и всяких там работников администрации и так далее, передавались угрозы от Евкурова, что если мы примем это решение, что нас привлекут к уголовной ответственности, что нас поставят на учет ФСБ, что нас, в общем, что только не угрожали, что только не говорили. Ну, якобы это говорилось все как бы в наших интересах, что переживая за нас, к нам приходили люди, говорили, что вот такая информация, вот лучше бы вам не связываться с ними и так далее. Вот. Потом начали приходить люди уже, значит, когда угрозы не возымели действия, с предложениями там, ну, возьмите деньги, там, успокойтесь. Ну, это тоже первый раз в моей истории, чтобы там власть предлагала деньги судьям. Обычно деньги предлагают люди, что против власти решения приняли. Вот. Когда это тоже не возымело действия, дошло до того, что нас просили уже назвать, когда там сотни миллионов не устраивало, ну назовите свою сумму, назовите те должности, которые вам нужны, кроме, естественно, главы республики, ее я уступить не могу, начиная с председателя правительства и любую должность Республики Ингушетия. Естественно, мы не могли на эти уговоры пойти, потому что здесь был очень важный и серьезный вопрос. Да и вообще, в принципе, не могли. Просто товарищ Евкуров, наверное, не знал, с кем имеет дело, и пытался все-таки решить так, как он решал все эти годы там со многими эти вопросы. Вот, все эти попытки как бы не увенчались успехом. Последняя попытка была предпринята уже, когда мы рассмотрели дело. Еще один был интересный случай. Для рассмотрения этого дела нам необходимо было 11 этих депутатов, чтобы подписали это заявление. Было оно подписано 12 депутатами. В итоге они оказывали давление на всех депутатов, чтобы они отозвали свои подписи, и двое из них все-таки отозвали свои подписи, но это было сделано уже после того, как мы приняли к своему производству дело, уже начали его рассмотрение. И это уже на тот момент по закону не имело никакого значения, то, что они отозвали. То есть они вот таким образом хотели остановить, или остановить этот процесс. Мы в итоге рассмотрели это дело, признали этот закон противоречащим Конституции Республики Ингушетия по тем основаниям, которые я назвал. И после этого, конечно, тоже были и угрозы, и всякие там попытки, чтобы мы уволились с работы там, и так далее, и так далее. Обещали нас посадить. Вот, пока не получилось, будем надеяться, что не получится и в дальнейшем. Вот такая ситуация была с принятием этого закона. Скажите, пожалуйста, из судей кого-либо вызывал Евкуров? Общение было с кем-либо из судей Конституционного суда? Я знаю, что он общался с Гагиевым, председателем нашего суда. Со слов Гагиева я знаю, что он ему тоже угрожал, сказал, что мало ли, завтра может быть авария, кто-то из вас умрет или что-то случится, у вас же не будет кворума, там разные вот такие вещи. Со слов Евлоева, третьего нашего судью, я знаю, что его тоже через родственников, там, через отца там, надавили на его пригласили туда на беседу, и попытка оказать на него давление тоже была. И, кстати, Евлоев, когда пришел оттуда, сказал мне, что Евкуров просил тебе передать, что он тебя обязательно посадит, что у него на тебя вот такой компромат. Вот я это в своем протоколе, значит, допроса указал, но следственные органы почему-то на эти угрозы, на все это не обратили внимания, и все это как бы, наверное, неинтересно. Все-таки, будучи судьей Конституционного суда, вы все-таки являетесь жителем Республики Ингушетия, проживаете в республике, так же, как и любой гражданин республики, посещаете
разные мероприятия, в основном это похороны, свадьбы, какие-то другие мероприятия, маулиды, часто приходится контактировать с людьми. К вам, как представителю судебной власти, да, как к лицу, к которому обращаются, да, те или иные граждане за разъяснениями, да, жалобами различного рода, да, ну, обращались ли люди, подходили ли люди, интересуются ли люди вообще этим процессом, что происходит в республике. Вы что-нибудь можете по этому поводу сказать, что происходит с того момента, как вы приняли это решение, и до сегодняшнего дня, вот в течение 2 лет? События осени 2018 года и все, что происходило после этого, это очень резонансное событие в жизни ингушей и ингушского общества. Если вот в историю уходить, то, наверное, сопоставимое по своим масштабам, массовости там, и нарушению прав только с депортацией 1944 года и этнической чисткой 1992 года. Поэтому, естественно, этот вопрос у всех на устах, все обсуждают. И вот все, что было сделано, как подписывалось это соглашение, как оно утверждалось в парламенте, и все, что происходило после этого, это, естественно, вызывает у людей очень много вопросов. И, естественно, к нам или ко мне, там, как одному из тех, кто вынес решение против этого соглашения, признал его противоречащим Конституции, естественно, очень много вопросов. Да? Я вообще 22 года на государственной службе и большую часть проработал в правоохранительных органах. И, конечно, когда вот видишь вот такой беспредел, по-другому его назвать нельзя, правовой беспредел, вот, трудно объяснить людям, почему это происходит и почему мы не можем как власть или там, как суд повлиять на это или изменить это. Вот. Ну, так как ну, то, что в наших силах было, мы сделали, мы людям объясняем, что вот то, что в наших силах было, мы сделали, а то, что делают остальные правоохранительные органы там, или власть придержащие, за это, естественно, мы не можем отвечать. Естественно, процесс это тоже очень громкий, резонансный. На каждом мероприятии, на каждых встречах люди спрашивают, люди переживают за этих людей. Потому что если вот сделать правовой анализ всего, что произошло, да, подписание этого соглашения, фальсификация в парламенте, если она была, там, да, я знаю, что следственные органы проверку проводят. То с правовой точки зрения, вот те люди, которые все это сделали, вот эти люди должны были сегодня сидеть на скамье подсудимых, а не уважаемые люди, которым доверяет